На юге нашей великой Родины, у подножья Кавказского хребта, под величественной снежной вершиной Эльбруса, расположена Кабардинская автономная Советская Социалистическая Республика. Здесь живет смелый и трудолюбивый кабардинский народ, верный сын великой и дружной советской семьи. На горных пастбищах пасется быстрый, смелый, выносливый в походе и труде знаменитый кабардинский скакун. Каждый колхоз в Кабарде заводит свою конеферму. В заоблачной выси, на альпийские луга, поднимаются колхозные отары. К концу пятилетку стада Кабарды увеличится в 2 раза. А у подножья гор на Кабардинской равнине золотые поля и утопающие в зелени садов и виноградников города и села цветущей республики. Исторический домик в Затишье, где летом 1921 года жил Иосиф Виссарионович Сталин. Отсюда товарищ Сталин приветствовал делегатов съезда народов Кабарды. При помощи товарища Сталина Кабарда получила тогда автономию и стала славной передовой республикой. Война. Немцы занесли черную руку над свободной Кабардой. Хотели достичь самой высокой вершины Европы. Их сбросили в самую глубокую могилу истории. Здесь зимой 1942 года начался разгром немцев на Кавказе. Топтали их кабардинские кони, дробили уральские танки и гнали их от Эльбруса до Берлина, пока не загнали насмерть. Черные руины. Но в Кабарде, как и в Крыму, на Украине, в Белоруссии, везде, где живет великий советский народ-созидатель, побеждает жизнь. Из пепла снова возникает взорванный, сожженный фашистскими факельщиками светлый белокаменный Нальчик, столица Кабарды. Одной из первых в Советском Союзе была восстановлена Баксанская гидроэлектростанция. Своей образцовой работой, писал товарищ Сталин в приветственной телеграмме строителям и монтажникам станции, вы доказали, что трудная задача восстановления электрических станций, разрушенных немецко-фашистскими варварами, может быть решена в короткие сроки. На Баксане и Малке будут построены новые гидростанции. Запас водной энергии рек Кабарды равен силе 400 тысяч лошадей. Это горные воды Баксана мчат электропоезда в Ессентуки и Кисловодск. И на высоте птичьего полета несут ковши с рудой с вершины Тырны-Аус. Тырны-Аусский комбинат – второе в мире и первое в Советском Союзе месторождение вольфрама и молибдена. Вот этот
Заоблачный рудник на высоте 3500 метров на пике вершины. Руду здесь не поднимают на гора, а спускают вниз под гору. В самом сердце драгоценной горы проложены шахты. Бурильщики Мищенко, депутат Верховного Совета СССР Дронь и Файзулин ежедневно выполняют рекордную норму. Взорванный немцами и снова возникший из груды камней и железа комбинат теперь мощнее, чем до войны. К концу пятилетки он утроит свою производственную мощность. Вольфрам и молибден делают сталь несокрушимой. Железные горы Малки. Вы видите эти белые полосы? Это будущие тракторы, автомобили и паровозы. В горы прибыла геологическая экспедиция Академии наук СССР. Несметные сокровища республики. Уголь и железо, медь и золото, олово и цинк, свинец и сурьма, ванадий, кобальт, мышьяк и гипс. Это будущее Кабарды, ее новые шахты, рудники и заводы. Вот металл Малкинской вершины. Мастер машиностроительного завода Арсений Загоруйко выполнил годовой план за 7,5 месяцев. Заново отстроен взорванный немцами промышленный городок Нальчики. Мясокомбинат. Консервный завод. В 1950 году он даст рабочим Москвы, Донбасса и Урала 20 миллионов банок консервов. Кондитерская фабрика. В советской Кабарде 1545 предприятий, а в 1913 году здесь было только 273 рабочих, и на крупнейшем заводе работало 16 человек. Много воды утекло с тех пор. Гремит и бурлит терек в Дарьяльском ущелье. Но на пути его большевики возвели у станции Котляревской 300-метровую плотину. Масса воды скапливается в бассейне. Укрощенный терек спокойно льется по каналам Малокабардинской растительной системы, орошая 15 тысяч гектаров засушливой земли. Это двойные, тройные урожаи хлеба, ценный кенаф и новые яблоневые сады и виноградники. Восстановить былую довоенную славу Кабарды — вот лозунг колхозов республики. За это борется Павел Антонович Пахолик, один из лучших комбайнеров нашей страны. За это борется депутат Верховного Совета Кабардинской АССР Фица Кушхабиев. Об этом помнят на полях Кабарды все, от самых малых до самых старых. И юная кабардинка Блица Каширокова, и ее старый дед Хатыза Черкесов. Священная колхозная заповедь. Первый хлеб советскому государству. А теперь широко распахните ворота, открывайте погреба. Везут колхозные трудодни. На поле работал, в доме изобилие.
золотые горы кабардинского колхоза «Победа». Яблоневые сады Кабарды немцы рубили, жгли, топтали их, но снова золотятся они под светлым солнцем Кавказа. Знаменитые кабардинские кони. Наши грозные всадники летели на них через венгерские и германские равнины, и содрогнулась от их топота вражеская земля. А теперь, в дни мира, на московском ипподроме, обгоняя чистокровных английских рысаков, летит, взметая пыль, кабардинский рекордист. До революции в Кабарде не было напечатано ни одного листа. Теперь здесь выходят 10 газет, журналы, книги. Исполнилась пламенная мечта твоя, отец кабардинской поэзии Бекмурза Пачев. Твой народ читает книги на своем родном языке. Педагогический институт. Среди студентов многие участники боев за Родину. Это будущие учителя новых сельских школ, отстроенных после войны. А это будущие кабардинские врачи, инженеры, агрономы, адвокаты, архитекторы, зоотехники. Юная кабардинка, во имя будущего твоего дрались в боях лучшие сыны Кабарды. 14 из них награждены званием Героя Советского Союза. Память о них народ сохранит навеки. Один из 14 — майор Магомед Иванов. Знаменитый Нальчикский парк. Аллеями парка вы попадаете в Долинск, возрожденный из руин город-курорт. Москвичи и киевляне, уральские металлурги, шахтеры Донбасса летом приезжают сюда в благословенный солнечный край. Словно небо, упавшее в чашу гор, голубые озера, прозрачные как стекло. Сквозь 300 метров глубины видно скалистое дно, из которого бьют мощные сероводородные ключи. Мечтал народ о легендарном богатыре-освободителе. И эта легенда сбылась. Кабардинский народ поет о великом богатыре, о мудром Сталине, который вывел народ из неволи и рабства на широкую и светлую дорогу свободы.
народном празднике по древнему обычаю первая чаша за великого богатыря. В этой книге с золотым тисненным переплетом привет и клятва кабардинского народа отцу советских народов. Трудовая клятва Кабарды в Москву Сталину. На народный праздник юбилея республики. Джигиты советской державы. С древних времен кабардинские джигиты дрались за Русь и Кабарду. В русских рядах били и топтали турецко-татарских насильников. Преследуя немцев в гвардейских конных корпусах Клиева и Кириченко, джигиты беспощадно рубили врага и, пробравшись сквозь все огневые кольца, от Кавказа дошли до Альп. Вознесите имя Сталина выше облаков. Более 100 лет назад кабардинец Килар первым из людей поднялся на Эльбрус, ледяной дорогой Килара с именем Сталина к сверкающей снежной вершине. На третий день ледяного похода. На веки веков в заоблачной выси сохранится на Эльбрусе любимое народом бессмертное имя вождя.